Исполняющий обязанности главы города Якутска Дмитрий Садовников совершил плановый объезд территории городского округа. Наряду с проверкой санитарного состояния округов, исполняющий обязанности главы осмотрел место расположения нового кладбища, которое планируется у села Владимировка. Многих горожан волнует, что в скором времени может возникнуть ситуация с нехваткой мест захоронения на ныне действующем Маганском кладбище. Ежегодно в Якутске провожают в мир иной около 1600 усопших. При этом Вилюйское кладбище давно закрыто. Маганский некрополь также приблизился к границам отведенной территории. По словам Дмитрия Садовникова, власти города уже определились с местом расположения нового городского кладбища. Для этого выделен участок бывшего совхоза Хатаский, который уже согласован со всеми земельными и архитектурными службами города. Сейчас ведется работа по изменению статуса участка из земель сельхозназначения в категорию муниципальных земель. Далее Дмитрий Садовников проверил состояние санитарных точек, находящихся по улицам Автодорожной, Красильникова, Соцстерв автодорожного округа. Санитарные точки здесь обслуживает МУП «Жилкомсервис». Мусорные баки предназначены для использования жителями частного сектора. Но к возмущению дачников почти каждый день в общественные точки выгружают мусор, который в больших объемах специально привозят на грузовых машинах из других мест. Директор МУП «Жилкомсервис» Андрей Лебедев утверждает, такая ситуация наблюдается не только в автодорожном округе. МУП «Жилкомсервис» вынуждены ставить 3-метровые заборы вдоль трассы, чтобы как-то ограничить доступ к общественным точкам. Дмитрий Садовников потребовал усилить работу административной комиссии в части проведения рейдов и взыскания штрафов с нарушителей. Также исполняющий обязанности главы обратил внимание на стихийно построенные гаражи и дал поручение МУП «Жилкомсервис» и МКУ СГХ по их вывозу. Объезд продолжился в Саесадском округе. По итогам проверки улиц Билибина, Ильминской, Парковой, Сосновой и Чайковского Дмитрий Садовников поручил недавно назначенному руководителю округа Леониду Бестинову ускорить дорожные работы после прошедших дождей и снос заброшенных построек.